Салем, Достар, безумно рад вас видеть, и я хочу запустить своего рода челлендж, который будет называться «Что я сделал бы, если бы был депутатом?». Вот. Достаточно простой вообще челлендж. Все, что вам нужно, это просто взять камеру, неважно, не обязательно какую-то хорошую, это может быть камера на вашем телефоне, сейчас практически у всех на телефонах норм такие камеры, и записать на 3, на 4, на 5 минут видео, в котором вы расскажете, что бы вы сделали, будь вы депутатом. Вот. Мне кажется, в принципе, с помощью таких челленджев, да, нас и могут услышать люди, которые вверху, они могут что-то сделать, могут что-то поменять, и это действительно правда. Я на своем примере в этом убедился. Вот, это ни хера ничего не проплаченное, мне не платило государство, ну как бы вообще забейте. Это просто моя инициатива. Я сейчас расскажу, что сделал бы я, и я безумно хочу услышать это от вас. Самое главное, что если вы запишете подобный ролик, я обязательно его посмотрю. Делайте хэштег депутат КИЗ, депутат или депутаты КИЗ, неважно, как вам удобней. И я обязательно по хэштегу найду и посмотрю это видео и напишу комментарий на каждый. Я просто обещаю, буду сидеть и постоянно по хэштегам искать видосы. Вот. А если я их буду не находить, вы просто присылайте в личку, я обязательно посмотрю от корки до корки и напишу, что думаю. Давайте начнем с меня. Я очень-очень долго думал, да, действительно, что я бы сделал, будь у меня такая возможность, что я бы поменял в своей стране. Но в конечном итоге я сошелся в одну мысль, она достаточно интересная, возможно, те, у кого есть дети, они меня поймут. Я бы хотел, чтобы моя страна была такой, чтобы я был горд, что мой ребенок гражданин Казахстана, да? Это, ну, как бы, признайте, ребят, ни у кого нет такого чувства. Да, у нас высокий патриотизм, мы, типа, топим за нашу страну, болеем за команды и так далее, но никто никогда не скажет, я, там, горжусь, что мой сын будет жить в такой стране великой, величайшей, как Казахстан. Да, у нас великая история, у нас великая культура, но страна, ей далеко до такого статуса. Что уж тут говорить, нужно посмотреть правде в глаза, да? Экономика у нас такая, на месте 50-м в мире, даже меньше. Типа нас уже обогнали такие страны, как... Да вся Латинская Америка нас по ВВП на душу населения просто в щи собачьи обогнала, скажем так. И это, конечно, очень плохой показатель, который, конечно, надо менять. Итак, какой бы я хотел видеть страну, чтобы я гордился, что мой ребенок ее гражданин? В первую очередь, наверное, без коррупции. Почему? Потому что, наверное, это одна из главных болячек. Именно болячек гнойников в нашей стране – коррупция. Мы прекрасно знаем, что происходит, что достаточно часто талантливые люди, очень умные люди вынуждены покидать нашу страну. Как раз таки из-за таких проблем, потому что они просто не могут устроиться на работу на легальной основе, скажем так, без всяких взяток и так далее. Очень много мест, куда ты не можешь пойти и типа прийти и сказать, я хочу у вас работать. Тебе скажут, все круто, мужик, вот прайс. Хочешь работать этим, с тебя 10 штук баксов. Хочешь работать этим, с тебя нужна связь с каким-нибудь Акимом или каким-нибудь родственником, агашкой. Ну, как бы из-за этого очень многие сваливают. Это очень такая серьезная проблема. Потому что наши студенты, уезжающие, да даже в ту же Москву, Питер, они там остаются. Они не возвращаются обратно, потому что зачем? Что делать у нас? Все говорят, ну типа, чувак, меня постоянно спрашивают, ты почему вернулся в КЗ? Нахрена, мужик? Да там же такие связи, такие же выходы. Я хочу, чтобы у нас было так, понимаете? Чтобы к нам в страну приезжали и говорили, блин, как гордо, я в Казахстане, йоу, ребят, я хочу тут остаться, тут шикарное образование. Все такое. Я бы очень сильно поменял, скажем так, будь у меня возможность, систему образования. Я бы сделал ее гораздо качественнее. Потому что, знаете, у нас упор на цифры, и это очень плохо. Как бы те, кто, не знаю, года этаки 99-го, 2000-го, 2001-го даже уже, меня поймут, что очень часто учителя пытаются выгнать после 9 класса, чтобы дети не залажали на ЕГЭ и типа ЕНТ, у нас же ЕНТ или ЕГЭ, я уже не помню. Ну вот, чтобы не залажали и у школы были охрененные показатели, да? Слыхали такую штуку? Да, она есть. Да, конечно, все про нее слышали. У нас
все стремится к тому, чтобы у нас шло по галочке, чтобы кто-то там расписался и сказал, что все правильно, но у нас нету качества. Нам пытаются дать какую-то нахрен грамматику, но не дают словарного запаса в том же казахском языке, а потом все жалуются, что мы его ни хера не знаем. По сути, потому что в школах ни хера не учат. Это правда. В школах не учат ничему. То есть дают какие-то базовые знания для какой-то галочки, непонятно для чего. Но нету той системы образования, которая была, ну там, 30-40 лет назад, да, это очень-очень плохо. Далее медицина. В этом плане, конечно, я действительно хочу похвалить Казахстан, тех, кто вкладывают в медицину, да, но все же она еще очень-очень-очень на низком уровне. Как бы мы постоянно улетаем лечиться в другие страны. Это говорит о том, что просто нету должного внимания к тем же ученикам медучилищ. То есть все немножко разгильдяйски. Если ты прогуливал пары, ты всегда сможешь закрыть их. Нет таких вузов, просто нету. Кто бы меня не смотрел и кто бы не пиздел, типа, нет, чувак, вот ты вот этот вуз не знаешь, у нас там в рот выебут за то, что ты списал. Извиняюсь за мат, да, ну, я просто процитировал. Дело в сумме, ребят, просто в каких-то колледжах ты можешь за 5, за 5, да, за 10 закрыть, а в каких-то, ну, тебе просто большие бабки. Все упирается в сумму. Допустим, в тех же разных странах ты так не сделаешь. Я бы хотел очень сильный уклон сделать на образование. Я бы хотел, чтобы не было всего этого дерьма, чтобы когда ты выходил в парке, было действительно чисто, чтобы ты понимал, что ты здесь защищен, чтобы ты понимал, что если что-то случится, что, ну, твое государство за тебя просто, ну, как бы типа шкуру порвет. Потому что я тоже был в России, у меня были проблемы, и в посольстве на меня было всем плевать. А вот теперь, ребят, я вам скажу так, если какой-то американец приедет в Казахстан и придет в свое посольство и скажет, что у него проблемы, да там чуть ли не блин, мэр его города, да, в прягу начнет кидать, как бы на нас всем плевать. Я бы очень хотел, чтобы все это поменялось. Конечно, коррупция, образование, медицина, наверное, самое главное. Тогда я бы сказал, что я, просто не ебаться горжусь, что мой ребенок гражданин Казахстана, пока я этого сказать не могу. И делайте за вами, ребят. Делайте, пожалуйста, ваши челленджи, записывайте. Я очень хочу на все это посмотреть, потому что, знаете, да, вот я это говорю с максимальной искренностью, вот нереально максимальной. Только вы, вот вы, типа, ты конкретно, вот, да, кто ты меня смотришь, вот ты все и поменяешь. Вот ты сделаешь свою страну охеренной, что люди будут сюда, прилетать, да, будут умолять миграционную службу, чтобы их отсюда не выперли. Вот ты можешь это сделать. Мы можем стать тем же Сингапуром. Потому что азиаты, да, это одни, наверное, из самых, ну, по IQ, по статистике, это одни из самых умных людей в мире. И просто нужно этот потенциал развивать. Нужно развивать. В общем, ребят, жду от вас челленджей. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.